Делегация Ингушетии прибыла на 12-й Международный инвестиционный экономический форум. Долгострой системы здравоохранения. На какой стадии строительство противотуберкулезного диспансера? Проголосуй, а то проиграешь. Вовнушкам нужна ваша поддержка. Это новости 24. В студии Лейла Цурова. Добрый вечер. В Сочи стартовал 12-й Международный инвестиционный форум. Это одно из ключевых событий в экономической жизни России. Современная площадка конструктивного диалога бизнеса и власти. Отсюда и успешная реализация серьезных инвестпроектов. Местом проведения форума впервые стал Ледовый дворец в Олимпийском прибрежном кластере. Подробности у Муслима Ганиева. Делегация Ингушетии представлена под руководством Юнусбека Евкурова. Глава региона предварительно осмотрел стенд Ингушетии. В этом году республика намерена подписать соглашение на рекордную сумму – около 5 миллиардов рублей. Это позволит создать около 1500 рабочих мест в Ингушетии и кардинально улучшить ситуацию с безработицей. По итогам этого инвестиционного форума планируется создать комплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, построить тепличный комбинат, организовать строительство завода по производству полиэтиленовых труб, а также реализовать инвестиционный проект по сборке южнокорейских автобусов ДЭО. Еще один ключевой пункт – это развитие садов интенсивного типа. Вот мы у вас опыт взяли, сейчас у себя тоже будем строить, тоже будем делать. Также ингушская делегация ознакомилась с проектами других регионов. Особое внимание Юнусбек Евкуров обратил на стенды Дагестана, Северной Осетии, Чеченской республики, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ставропольского края и Свердловской области. Муслим Ганиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. В парламенте состоялось очередное заседание Народного собрания Республики Ингушетия. На рассмотрение депутаты вынесли 17 вопросов. Репортаж Магомеда Асканова. В начале заседания заместитель председателя парламента Руслан Гагиев проинформировал коллег о произошедших в депутатском корпусе изменениях. Завершив процедурные моменты, депутаты приступили к рассмотрению повестки дня заседания. Один из ключевых вопросов – внесение изменений в параметры республиканского бюджета на 2013 год. В своем докладе заместитель министра финансов Багаудин Халухаев отметил, что изменения в финансовом законе республики предусматривают лишь перераспределение средств, утвержденных в республиканском бюджете на текущий год. Произведено перераспределение средств в рамках реализации республиканской целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья продовольствия на 2013-2020 годы. Далее депутаты рассмотрели два законопроекта, затрагивающие жилищные интересы детей и сирот. Также депутаты внесли изменения в действующий республиканский закон и утвердили порядок предоставления жилья в социальный найм, как того требует федеральный закон. Наряду с этим законопроект дополнен нормой, предусматривающей, что дополнительные гарантии детям-сиротам устанавливаются правительством Республики Ингушетия. Включение указанной нормы позволит предоставить детям-сиротам дополнительные гарантии на имущество и жилое помещение, исходя из финансовых возможностей республики. Этот закон очень важный. Он затрагивает интересы самой социально незащищенной группы населения, и поэтому необходимо учесть все нюансы, отметил председатель парламента Магомед Татриев. Живую дискуссию вызвал и законопроект об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Проект закона представило Управление ЖКХ Республики Ингушетия. Как пояснил в своем выступлении Мустапа Катиев, с принятием этого законопроекта увязано выделение средств на проведение капитального ремонта аварийных многоквартирных домов из фонда реформирования ЖКХ. По его информации, в текущем году планируется переселить жителей 16 аварийных домов в 3 районах республики. Также депутаты рассказали о жалобах населения на низкое качество ремонта в отдельных многоквартирных домах. По предложению председателя Народного собрания Ингушетии Магомеда Татриева, депутаты решили в ближайшее время провести расширенное заседание Комитета по экономической политике, касаясь этой темы. Магомед Асканов, Магомед Урусханов, Новости 24. Корреспонденты нашей телекомпании провели свой информационный рейд с целью проверить, все ли готово к началу отопительного сезона. Этот важный вопрос обсуждался и на расширенном заседании правительства. Глава Ингушетии четко обозначил сроки, отведенные для этих работ сотрудникам ЖКХ. Сюжет Миланы Хашагульговой.
В Карабулаке к началу отопительного сезона проведены все необходимые работы. Школы и жилой сектор почти готовы к осенне-зимнему периоду. Так, в 3-й Карабулакской школе полностью заменена котельная. После ремонта, где старое оборудование было заменено современным, энергосберегающим, не будет проблем. Оно предназначено для отопления помещения площадью 7000 квадратных метров. С приходом зимы школа будет отапливаться в полном объеме, чем порадует не только руководство, но и учащихся. Словно были проблемы, так как у нас стояло оборудование 19 века. Сейчас, как мы видим, у нас оборудование суперсовременное, итальянское оборудование, полностью все автоматизировано. Наша школа готова на все 100% к отопительному сезону. Руководство первой школы города Карабулак до начала отопительного сезона проверило всю систему и дало добро на запуск котельной. Хоть и старая она, а все же служит на славу. По словам специалистов, тепловой режим в школе не нарушался все эти годы. Несмотря на аварийные здания школы, ветхие котельни, школа готова к отопительному сезону. Тепловой режим в нашей школе не нарушается. Так же, как и в школах, коммунальщики проверяют ситуацию и в жилом секторе. Полным ходом идет подготовка к началу осенне-зимнего сезона. К отопительному сезону готовы не только школы и организации, но также и жилые дома. Новый стационарный, автоматизированный, энергоснабжающий котел, расходующий на 50% меньше газа, чем его предшественник, установлен в городской котельной номер 2 города Карабулак. Он отапливает 6 пятиэтажных домов. Помимо этого там стоят и резервные котлы. Мы поставили новый котел в котельной, который отапливает 6 пятиэтажных домов. И нет у нас никаких проблем с отоплением. До отопительного сезона остается совсем немного времени. Все теплоснабжающие организации республики обещают, что к холодам тепло придет в каждый дом, школу и организацию. Милана Хашигульгова, Рамзан Межоев, Новости 24. Строительство противотуберкулезного диспансера в Ингушетии было начато более 10 лет назад. Одолев подвальные помещения, процесс заморозили из-за недостатка финансирования и возобновили лишь в 2010-м. О том, какая работа была проделана за прошедшие 3 года, расскажет Магомед Измайлов. На земле, которую когда-то окружали стены старой крепости, ингушские строители за 3 года построили 2 больничных корпуса, в которых будут проходить лечение больные туберкулезом жители республики. Большая часть работ уже завершена. В настоящее время рабочие заканчивают заливку полов, а кое-где уже проведены внутренние отделочные работы. Очень скоро больница сможет принять первых пациентов. Вот сейчас мы с вами заходим в стандартную палату. Вот палата. Средняя площадь палаты 20 квадратных метров, рассчитана на 2 койки. Значит, здесь с учетом специфики больных, значит, предусмотрен при каждой палате санузел отдельный. Здесь он находится, там унитаз, раковина и в прихожей. Значит, для отопления специально по заказу изготовлены и приобретены специальные радиаторы для медицинских учреждений, которые подвергаются, значит, неоднократной очистке в течение суток. Строительство столь крупного медицинского учреждения – знаковое событие для нашей маленькой республики. Постройка только этих 2 корпусов потребовала около 400 миллионов рублей, а для ввода в эксплуатацию потребуется еще 200 миллионов. Но за эту сумму диспансер будет оснащен всем необходимым. В том числе он будет располагать собственной артезианской скважиной и автономной дизель-электростанцией. Будет стоять дизельная электростанция резервная, автоматическая. Как только электроснабжение отключилось, сразу будет включаться дизельная подстанция, и бесперебойное водоснабжение будет обеспечено. Потребность в целом всей больницы составляет порядка 430 кубов в сутки. Это с учетом и противопожарного, и аварийного запаса воды. В долгосрочной перспективе противотуберкулезный диспансер будет расширен дополнительными лечебными корпусами, и общее количество стационарных мест будет доведено до 300, что позволит решить проблему недостатка больничных мест. Магомед Измайлов, Сулумбек Аздоев, Новости 24. Товарный двор из города Назрань переносится в Карабулак. Такое решение приняло руководство республики по причине того, что большегрузные машины, проезжая по улицам города, портят дорожное полотно. Подробнее в следующем материале.
Решение о переносе товарного двора было принято руководством республики по ряду причин. Основная причина в том, что товарный двор находится в центре города. После разгрузки вагонов, в основном это строительные материалы, большегрузные машины, осуществляющие доставку, проезжая по центральным улицам Назрани, портят дорожное полотно, которое не рассчитано на такие нагрузки. Другая причина в том, что в связи с развитием строительства в республике увеличились поставки строительных материалов, а на станции нет необходимых условий для приема грузов в таких объемах. Но теперь, с началом действия нового грузового двора в Карбулаке, все эти проблемы решатся. Территория больше. В вторую очередь у нас грузоподъемность крана составляет до 32 тонн. То есть с помощью него можно разгружать 40 вагонов в сутки. Площадь двора равна почти 6 гектарам. Построенный склад для хранения тарно-штучных изделий, ангар, навесы для сыпучих материалов, офисные помещения для руководства товарного двора, помещения для рабочих. В нем будут душевые кабины, гардеробные. Там есть столовая, есть комната отдыха, есть молильная комната. Одним словом, создали условия для рабочих, которые сюда будут приезжать. Совсем немного времени осталось до начала работы нового товарного двора. А на месте освободившейся территории планируется создать зону отдыха для жителей города. Мадина Албагачиева, Лейла Павлова, Новости 24. Важная информация для жителей Ингушетии, часто выезжающих в соседние регионы. Теперь услугами перевозчиков можно воспользоваться только на автостанции города Назрань. К пассажирам, подсевшим в автобус вне автостанции, будут применяться санкции в соответствии с законом Российской Федерации. Наказываться будут как водители междугородних рейсов, так и нерадивые пассажиры. С 30 сентября будут проводиться полномасштабные еженедельные обследования межрегиональных маршрутов, проходящих по территории Ингушетии. С 30 сентября текущего года будет проводиться комплексные проверки междугородних автобусов, проходящих по территории Республики Ингушетия. В связи с этим есть убедительная просьба не пользоваться услугами перевозчиков пассажиров, которые перевозят наших пассажиров в другие регионы, которые не въезжают на автостанцию города Назрань. Россия отмечает День работника станции скорой помощи. В наши дни сложно представить себе жизнь современного общества без этого важнейшего института помощи людей. Как отметили свой профессиональный праздник айболиты Ингушетии, узнаем у нашего корреспондента. В актовом зале Республиканской детской поликлиники прошло мероприятие, посвященное Дню работников станции скорой помощи. Конечно же, здесь не все работники этой службы, ведь они не могут оставить пост ни на минуту. Профессия обязывает. Работник скорой медицинской помощи выполняет функции по выезду на определенное место, на определенный адрес. То есть сотрудник диспетчерской скорой помощи принимает вызов от того или иного гражданина, и скорая помощь выезжает домой к этому человеку, оказывает ему всю необходимую медицинскую помощь. Если данный пациент нуждается в госпитализации, то этого человека госпитализируют. В июле месяце 2013 года в Республиканскую станцию скорой медицинской помощи поступили новые оборудованные машины. Беда может случиться внезапно, и Фатима Кукурхоева знает это не понаслышке. Она отдала 20 лет своей жизни спасению людей. Каждый день Фатима сталкивается с людьми, которым необходима срочная помощь. С ее слов, доброта и отзывчивость – это те качества, которые крайне необходимы в этой нелегкой работе. Работать на скорой помощи – это, с одной стороны, тяжело, но с другой стороны, это приносит большое удовлетворение, потому что ты сталкиваешься с тяжелым больным, и ты, когда оказываешь ему соответствующую помощь, и когда больному становится легче, конечно, это приносит большое удовлетворение. Хотя сегодня врачи станции скорой помощи отмечают свой профессиональный праздник, мероприятие продлилось недолго. Основной показатель их работы – это спасенная жизнь. Порой счет идет на секунды. Где-то их ждет срочный вызов, и люди, жизнь и здоровье которых зависит от них. Хадия Адельбиева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Снижение температуры воздуха мгновенно увеличивает количество потребления электроэнергии. Чтобы обойтись без перебоев со светом и выходом из строя местных подстанций, представители межрегиональной распределительной сетевой компании организовали пресс-тур по так называемым спецобъектам. Информацией поделится Хава Султыгова. К
наступлению холодов готовится в ингушском филиале межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа. Нередко при сильных снегопадах и ливневых дождях происходят перебои подачи электроэнергии, не зависящие от сотрудников станции. Во избежание этого работники филиала производят специальные ревизии по всем подстанциям республики. К завершению близится ремонт трансформаторных сетей, приборов учета. К зиме подготовлена вся спецтехника. Также произведен аварийный запас всех марок проводов, кабелей и трансформаторов. У нас есть план, который, согласно плану, проводятся ремонты, проводится подготовка. Вот на данном этапе у нас сейчас идет подготовка к осенне-зимнему периоду. То есть доливается масло, смазывается оборудование, проверяется, проводится полностью осмотр оборудования и линий. И вот еще на данном этапе мы осведомляем и через СМИ об отключении электроэнергии, как я говорил, чтобы не было вот этих отключений электроэнергии аварийного. Мы совместно с Зеленхозом и с ПЖКХ мы работаем и обрезаем деревья и все, что мешает подаче электроэнергии. В 2001 году вблизи Магаса была построена подстанция, которая обеспечивает электроэнергией саму столицу и 2 населенных пункта – Экажево и Цурхахи. В вечернее время там потребляется электричество до 10 мегаватт в час. Даже при таких немаленьких объемах эта подстанция работает только наполовину своих возможностей. И по мере развития города остальная часть подстанции будет введена в действие. Подстанция является объектом, который должен удовлетворять всем мерам безопасности относительно человеческой жизни и здоровья, так как величина электрического напряжения в проводах в сотни раз превышает нормы, безопасные для человека. За время существования нашего филиала несчастных случаев на объектах не возникало. Мы проводим работу с персоналом, стараемся подготовить их, обучить, обеспечить их всеми непосредственно им нужными средствами защиты, спецодеждой. С каждым годом в Ингушетии увеличивается число потребителей энергии, и потребность в наличии электростанций возрастает. В рамках реализации инвестиционной программы в населенном пункте Плиево построена новая станция мощностью 80 мегавольт-ампер. Зная увеличение потребления, прогнозирование увеличения потребления нагрузок, было решение по включению в инвестпрограмму построения этой подстанции. И согласно этой инвестпрограмме идет строительство. Ну и, как я сказал ранее, в первую очередь планируется в 2014 году. Подстанция будет головной, и с введением ее в эксплуатацию остальные объекты будут значительно разгружены. Также через подстанцию будут проходить транзитные линии электропередач соседней республики, и вопросы дефицита мощности электроэнергии вообще не будут возникать. Хава Султыгова, Рамазан Миржоев, Новости 24. В лечебно-оздоровительном комплексе «Армхи» 27 сентября уже традиционно начнет свою работу Международный молодежный форум «Торгим-2013». Это отличная площадка для обмена опытом передовой практики реализации молодежных инициатив и креативных идей. Чем удивят организаторы в этом году, узнаем у Индиры Манкиевой. Первый раз форум «Торгим» прошел в 2009 году. Вначале он был межрегиональным, а сейчас носит статус международного. Участвовать в этом мероприятии может молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. В работе форума примут участие представители Франции, Японии, Ирана, Бельгии и других стран. «Торгим-2013» является уникальной площадкой для обмена опытом между представителями активной молодежи. Программа у нас достаточно интересная. В этом году мы немножко продлили срок самого форума и немножко разнообразие туда ввели. Организаторы форума готовятся к приему гостей. Разработан план мероприятий. Форум пройдет с 27 сентября по 1 октября. Первые 2 дня будет проходить образовательная программа, где участники смогут предоставить совместные проекты, поделиться предложениями и обменяться советами. Программа форума включает в себя работу в 3 группах по 3 направлениям. МИ – это блогеры, журналисты, радио, НКО – руководители молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций, государство, молодежные депутаты и госслужащие. Алия Аздоев участвует в этом значимом собрании молодежи в первый раз. Он надеется узнать для себя много нового о культурах других народов. Я в этом году принимаю первый раз участие в данном форуме. Мне просто посчастливилось пройти отбор. Такие мероприятия, это, конечно же, хорошо, потому что это укрепление дружбы народов. Люди узнают друг друга. Надо посчитать еще то, что это форум международный, и туда приедут участники практически со всего мира.
Локи Арамхи для приема гостей предусмотрено все питание, проживание. Гости там пробудут 1 неделю. Это время они смогут провести с пользой и обменяться опытом. Победителей отдельных конкурсов наградят дипломами и памятными призами. Индира Манкиева, Анзор Чаркиев, Новости 24. Одной из проблем, озадачивших немало медицинских умов, стал СПИД. Заболевание поражает как иммунную, так и нервную систему. О профилактике страшного недуга современности, которая практически неизлечима, в материале Светланы Томовой. Синдром приобретенного иммунодефицита – заболевание, которое поражает систему организма от инфекции. Даже самая незначительная инфекция, от которой здоровый организм может легко избавиться, у больных СПИДом может привести к серьезным последствиям. Луиза Бекмурзиева – заведующая Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом. С ее слов, всю кровь, которую пациенты сдают в больницах, поступает к ним для исследования. На 26.09 текущего года, то есть на сегодняшний день, в нашем центре зарегистрировано 986 ВИЧ-инфицированных. Это только то количество людей, которые в силу каких-то обстоятельств обращаются в лечебные учреждения или поступают в определенные вузы, или по каким-то причинам обследуются. Но по данным ВОЗ, эту цифру надо умножать на 3. Есть такая установка. Почему? Потому что не все люди из нашего населения обращаются в лечебные учреждения. И поэтому человек, не зная о своем ВИЧ-статусе, продолжает до определенного времени благополучно жить и не знает, что у него есть ВИЧ-инфекция. За 9 месяцев 2013 года в республике зарегистрировано 45 новых случаев ВИЧ-инфекции. Из них 23 мужчин, 20 женщин и 2 детей. По 44 случаям из выявленных больных проведены исследования. За учетный период 2013 года умерли 19 человек, из них 3 женщины. Пути передачи – это 3 пути передачи. Вертикальный путь передачи – это во время беременности ВИЧ-инфицированная женщина, если не принимает определенную терапию, то есть не проводится профилактика, то она может родить ВИЧ-инфицированного ребенка. Половой путь передачи, то есть от мужа к жене, и переливание крови или компонентов крови зараженной здоровому человеку. При поступлении крови в лабораторию ее раскапывает в лунках, делает исследование крови на антитела и антигены к ВИЧ-инфекции. Если больной находится на учете, то он должен каждые 3 месяца сдавать анализ крови. Также в центре ведется электронный учет всей обследованной крови, поступающей из медицинских учреждений республики. Следует отметить, что жители Ингушетии, выезжающие по квоте, и те, кто поступает в военные вузы и на работу в органы внутренних дел, должны сдавать кровь в СПИД-диспансере. Так Харон Алиев выезжает по квоте в Москву. С его слов, ему нужно собрать много справок с разных учреждений, в том числе и отсюда. Мне дали направление из Министерства здравоохранения в город Москва. А для этого надо сдать здесь анализы на ВИЧ и гепатиты. За последние годы СПИД из тяжелейшего неизлечимого заболевания перешел в разряд тяжелого, но контролируемого. Терапия, которая сегодня применяется, направлена на контроль размножения вируса и повышение иммунитета человека. Каждый человек должен понимать, какие последствия его ждут, если он заразится ВИЧ-инфекцией. Ему отведено чуть меньше 10 лет жизни. Именно столько прогрессирует эта болезнь, от которой до сих пор не нашли лекарства. Светлана Томова, Ахмед Чербижев, Новости 24. Амброзия, которую в древности называли пищей богов, стала ядом для аллергиков. Начиная с августа, когда амброзия активно выбрасывает свою пыльцу в воздух, людям, склонным к аллергии, приходится нелегко. О симптомах и лечении болезни в материале Мадины Пугоевой. Амброзия сушит почву, поэтому чаще всего ее можно встретить на заброшенных полях, огородах, участках вдоль дорог и пустырей. Сорняк, хоть и является травой, способен достигать до 3 метров в высоту. Поэтому представляет опасность как для сельского хозяйства, так и для людей, страдающих аллергией. Эта трава начала расти недалеко от нас, а у моего соседа на нее аллергия, и он практически не смог выходить на улицу. Пришлось надеть маску и вырвать ее с корнями. Слезоточивость, ухудшение зрения, повышение температуры, а также приступы бронхиальной астмы. Врачи рекомендуют аллергикам не находиться вблизи очагов их разрастания, поскольку опасное растение вызывает серьезные осложнения. Если у вас не получается этого сделать, то за месяц, за 1,5 месяца до цветения делают специальные уколы, которые профилактически блокируют гистамин. Если это уже началось, назначают препараты
таблетированной форме, в виде спрея, в виде капель, которые блокируют эту реакцию. Амброзия вредна не только для страдающих аллергией, но и для здоровых людей. Любой вдыхающий ее пыльцу может оказаться в больнице. Мы назначаем препараты, которые на это время помогают. Но это не основное, не специфическое лечение. Вот это просто временное блокирование этой реакции. Лучшее средство против аллергии, по словам врачей, это борьба с амброзией. Чтобы чувствительным к ее пыльцам людям дышалось легче, с нею борются специалисты управления Россельхознадзора Ингушетии. Нам был разработан план мероприятий по локализации и ликвидации карантинных объектов. Такой план утвержден соответствующим образом в соответствии с законодательством.